Последние 3 года экономика Кыргызстана показывает устойчивую положительную динамику. Ежегодный рост, по данным Минэкономики, составляет 9%. Все это привлекает потенциальных инвесторов, в числе которых и Королевство Бахрейн. На переговорах президента Садыра Джапарова и короля Бахрейна был заложен фундамент для поступательного развития отношений между нашими странами. Было подписано 9 документов. По линии экономического сотрудничества мы подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по экономическим вопросам. Меморандум, по сути, перечисляет целый такой широкий список, перечень отраслей, направлений, по которым мы можем сотрудничать, начиная от сотрудничества таких глобальных направлений, как зеленая экономика и изменение климата, экономика непосредственно между Кыргызстаном и Бахрейном, инвестиции, торговля, спорт, образование, сотрудничество в области культуры, более 17 направлений и плюс прочие направления. Стороны будут наращивать контакты на всех уровнях: торговля, здравоохранение, юстиция, правосудие, культура, спорт. В этом списке и религиозная сфера. Здесь сотрудничество налаживается для того, чтобы наши граждане не попадались в сети запрещенных религиозных организаций. В частности, данный меморандум охватывает вопросы обучения наших имамов в Республике Бахрейн, а также в то же время, как вам известно, Бахрейн является исламской республикой, в связи с чем нам необходимо брать у них положительный опыт в сфере реализации религиозных вопросов и политики. О том, что Кыргызстан сможет найти надежных партнеров в Бахрейне, заявил и председатель консультативного совета Национального собрания Али бин Салих Аль-Салих. Со своей стороны глава государства подчеркнул, что наши страны объединяют общие духовные ценности. Стороны обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия. Королевство Бахрейн является признанным финансовым центром, на территории которого осуществляются значимые международные финансовые операции. Уверен, что в случае заинтересованности Кыргызстана в привлечении инвестиций и реализации масштабных инфраструктурных проектов вы сможете найти здесь необходимую поддержку и надежных партнеров. Следующим шагом после подписания 9 документов станет выработка конкретных решений и проектов для последующей их реализации, рассказал глава Минэкономики. Недалек тот день, когда мы уже приступим к реализации этих проектов. Как я сказал, уже мы растем с 9% ростом за последние 3 года. Инвесторы наблюдают, отмечают. Недавно получили рейтинг у международных рейтинговых агентств. Это все нацелено на то, чтобы привлечь инвестиции в страну, в том числе и инвестиции со стороны Бахрейна. Бахрейн входит в число стран с высоким уровнем доходов и с большими инвестиционными возможностями. Бахрейн – это не только финансовый центр, но и страна с богатым историко-культурным наследием. В ходе своего официального визита глава государства не мог не посетить Национальный музей. Здесь Садыру Джапарову рассказали о ключевых археологических находках, о традиционном образе жизни бахрейнского народа, а также об истории развития государства. Президент оставил запись в книге почетных гостей.
21 апреля текущего года. Эта дата открывает новую страницу в истории взаимодействия Кыргызстана и Бахрейна. Так было заявлено по итогам встречи президента Садыра Джапарова и короля Бахрейна. Напомним, что наши дипломатические отношения были установлены в 1993 году, но только теперь они выходят на качественно новый уровень. И в свете этого президент Садыр Джапаров пригласил короля Бахрейна посетить Кыргызстан с ответным визитом в любое удобное для него время. Мадина Низамова, Майримбек Джусубек Улу, город Манама, Бахрейн.